прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И вначале коротко о главных темах выпуска. Сибирский поход правительства. Мы не конкуренты друг другу, мы как раз можем добавить для того, чтобы идти дальше. О чем Рустам Минниханов договорился в Томской области, расскажет Дмитрий Аринин. Дело строительной компании «Свей» подходит к финалу. Если дадут достроить эти дома, я их дострою. Дольщики мои никому не нужны. На что надеются обманутые дольщики, выяснял Сергей Хайдаров. Проезд закрыт. Все просто нас как футбольный мячик пинают от одного к другому. Никто не хочет разбираться в прошлом, что происходило в 90-е годы. Как дорога в поселке Восточный оказалась частной собственностью, разбиралась Анна Городнова. Машиностроение на восток и инновации в обе стороны. Татарстан будет расширять сотрудничество с Томской областью. Об этом сегодня Рустам Минниханов договорился с губернатором в ходе визита в Сибирский регион. С этой областью республики схожа экономика и ориентация на инновации. О новом витке взаимоотношений версии 2.0. Дмитрий Аринин. Так работает Томское инновационное предприятие по выпуску радиоэлектроники. Сейчас компания начала осваивать интернет вещей, так называемую индустрию 4.0. Последние разработки сегодня показали Рустаму Минниханову. Это приемо-передающий модуль для антенной фазированной решетки. Ноу-хау представили президенту Татарстана и в научном центре НИОСТ. Здесь думают и развивают нефтехимические технологии, оптимизируют процессы и создают их цифровые модели. Рустам Минниханов сказал, что нашей республике интересны были бы совместные проекты по каучукам и пластмассе. Сейчас товарооборот Татарстана и Томской области составляет примерно 1,5 миллиарда рублей. Наша республика в основном поставляет автомобили, комплектующие, медикаменты. Из сибирского региона к нам приходят кондитерские изделия, консервы и кабели. Все возможности торгово-экономического сотрудничества обсудили с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Татарстан хочет расширить поставку всего машиностроения и больше задействовать различные инновации. По ним Томская область один из лидеров в стране. Благодаря нашим контактам мы за короткое время в разы нарастили наш оборот, хотя наши регионы способны переваривать еще больше. Мы не конкуренты друг другу, мы как раз можем добавить для того, чтобы идти дальше. С Татарстаном Томская область роднит национальный состав. В этом сибирском регионе живут 17 тысяч татар. Это вторая по численности нация. С активом сегодня встретился Рустам Минниханов. Как раз сегодня местному центру татарской культуры исполнилось 25 лет. Дорогие друзья, вас с юбилеем, с праздником. Большое спасибо Сергею Анатольевичу. Поздравляю с юбилеем. Рахматинга. Спасибо. Итогом визита стало подписание нескольких соглашений о сотрудничестве. Помимо экономики, это экология, культура, туризм, образование. Как отметили, в деле высоких технологий хорошую выгоду может принести обмен студентами и научными кадрами. Дмитрий Аринин, Давид Абдуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Томск. Сразу после визита в Томск Рустам Минниханов отправится в Казахстан на форум по межрегиональному сотрудничеству. Главной темой станет развитие туризма. График президента республики сегодня озвучил официальный представитель Казанского Кремля. Также Лилия Галимова сообщила, что в начале следующей недели Рустам Минниханов посетит Махачкалу, где проведет пленарное заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». В этом году в рамках пленарного заседания ключевой темой обсуждения станет образование и работа с молодежью. Учитывая общемировые тенденции, важным направлением становится идеологическая ориентация молодых людей, их понимание современного миропорядка. Собравшиеся проведут консультации о том, как использовать образовательный фактор для более эффективного противостояния религиозному экстремизму. И в этой части Татарстан готов поделиться своим опытом. К другим темам. Свою вину не признаю, прошу разрешить мне достроить дома. Сегодня в московском суде Казани с последним словом выступил руководитель строительной компании «Свей» Рашид Аитов. По версии следствия, он незаконно завладел деньгами более 130 дольщиков. Какой будет финал у этой истории, когда она завершится, выяснял Сергей Хайдаров. Рашид Аитов спокоен, но такого количества журналистов вряд ли ожидал. Услышать последнее слово руководителя «Свея» пришли и дольщики. Представители прессы в зал попали, но не все. Пресс пока на месте. Сейчас Рашиду Аитову вменяют 3 статьи. Это мошенничество в крупном размере, коммерческий подкуп и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, с 2010 по 2014 годы его компания привлекала деньги дольщиков на строительство домов. В итоге не достроила.
Сейчас в этом 18-этажном доме не идут абсолютно никакие работы. Стройка здесь была заморожена еще в 2015-м, когда исполком города Казани потребовал от строительной компании «Свей» срезать 9 верхних этажей, потому что они просто не входили в заранее утвержденный план. Таким образом, в зоне риска оказались владельцы 136 квартир. Дмитрий Горзип вложил в строительство дома больше 3 миллионов рублей. Рассказывает, что Аитова виновным считает только частично. Мы считаем, что Аитов должен достроить дома 18-этажные. Это не наша война. Как говорится, мы стали обманутыми дольщиками не по вине нерадивого застройщика. Дольщики предполагают, надо спрашивать и у тех, кто выдавал разрешение на строительство 18-этажного дома. В своем последнем слове Рашид Аитов сказал, что вину не признает и просит суд позволить ему достроить дома. И даже если дадут достроить эти дома, я их дострою. Дольщики мои никому не нужны. Уже 3 года. Если бы я хотел смошенничать, я бы на себя имущество не оформлял. Приговор по этому делу суд огласит 7 декабря. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Была общая дорога, а стала частной собственностью. В поселке Восточный жители 6 домов утверждают, что им перекрыли выезд. Соседи установили забор. Судебные тяжбы длятся уже 5 лет. Есть ли просвет на улице Рассветная? Разбиралась Анна Граднова. Каждое утро как препятствие. Жители поселка Восточный, чтобы выйти на работу, пролезают через забор. 5 лет назад общая дорога стала частной собственностью. Замок срезали, 50 копеек заплатили. В западне оказались жители 6 семей, ведь это единственная дорога тупиковая, выходит прямо на реку Ноксу. Других выездов из поселка просто нет. Не проедут теперь сюда и экстренные службы, уверены жители. Они утверждают, соседи из дома номер 34 по улице Рассветная по дачной амнистии присоединили проезжую часть к своему участку. А ведь дорогу проложили здесь еще в 90-х, рассказывает Кадрия Миникаева. Тогда территория находилась в ведении Пестричинского района. Город отдали землю, Пестричинские земли отдали в городу в 2006 году. Мы сами не оформляли, нам исполком сам оформлял за деньги. Почему они тогда нам документы дали без дороги? Жители написали жалобу в исполком. Получили ответ за подписью главного архитектора. По спорному участку проходит красная линия. Значит, это общая территория. Но в суде этот довод не помог. Не хватило доказательной базы. Как говорят жители, управление архитектуры как вариант предлагает оформить сервитут. Право пользоваться чужой собственностью, но не бесплатно. Нам посылают письма, то, что бесплатный сервитут для нас не положено. То, что здесь коммуникации не проходит. Здесь проходит коммуникация, здесь электролиния проходит, внизу газовая труба, наверху. С владельцами спорного участка нам встретиться не удалось. Дверь никто не открыл. По телефону общаться тоже не захотели. Алло, Адель, здравствуйте. Вас беспокоит ТНВ, телеканал, программа «Новости». Жители же утверждают, владельцы соток предлагают выкупить у них землю. Покупайте, 5 миллионов просят. Мы направили запрос в исполком Казани. Как оказалось, 1 сентября вступила в силу новая редакция Земельного кодекса. Теперь возможность установить публичный, то есть бесплатный сервитут на частной территории есть, что им и предлагают в администрации. Исходя из новых положений, а также, что проезд к земельным участкам закреплен проектными красными линиями, возможно установление публичного сервитута. Для этого заинтересованным лицам необходимо обратиться с заявлением об его установлении в Управление архитектуры и градостроительства города Казани. Так что у жителей поселка теперь есть возможность открыть дорогу к своим домам. Правда, для этого в любом случае придется обсудить это с нынешним собственником участка. Анна Городнова, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Запретить платные парковки у школ, больниц, зданий госорганов и на земле, относящейся к общему имуществу многоквартирных домов, предлагают депутаты Госсовета. На заседании Комитета по экономике сегодня инициативу поддержали. Законопроект предусматривает, что платные парковки, находящиеся на госземле, должны использоваться бесплатно в нескольких случаях. В воскресные и праздничные дни, в целях остановки машины не более чем на 15 минут и в рабочие дни с 9 часов вечера. Город теперь, муниципалитет обязан заранее говорить, где будет платная парковка. Все это в медийном пространстве должно быть, граждане должны знать, чтобы не так, вчера было бесплатно, сегодня вдруг новые. Все это за месяц должно предупреждаться. Мошенничество в интернете, просроченный товар и отказ расторгнуть договор. В этом году в Роспотребнадзор обратилось уже более 5000 человек с жалобами на нарушение прав. Что делать, чтобы не стать жертвой недобросовестных продавцов? В материале Зарины Ахметовой. Хотела купить мебель, а получила проблемы. Кресло для гостиной в новую квартиру Алина решила приобрести в интернете. Выбрала модель, оформила заказ. Но в итоге стоимость оказалась выше указанной на сайте.
Заказала кресло через интернет, поместила его в корзину, но почему-то, когда оформила заказ уже окончательно, стоимость резко поменялась. Говорят, по техническим причинам. По закону стоимость оформленного заказа меняться уже не может. С проблемой девушка обратилась в Роспотребнадзор. Продавца привлекли к ответственности. Компании пришлось выплатить штраф. Заказ не пришел, деньги не возвращены, свойства товара не соответствуют описанию. С каждым годом количество обращений в Роспотребнадзор по вопросам покупок через интернет растет. Если в 2011 году это была только одна жалоба, то в 2018 уже 71. Здесь потребителей мы нацеливаем прежде всего на то, чтобы выяснить репутацию продавца, установить, является ли продавец зарегистрированным юридическим лицом. За 9 месяцев этого года в Роспотребнадзор поступило более 5000 обращений с жалобами. Чаще всего они связаны с покупкой некачественного товара. Надо покупать продукцию известных производителей. В первую очередь обращая внимание на срок годности. Продукция должна преодолеть наименьший путь от производителя до прилавка. Недобросовестные продавцы услуг – еще одна главная боль потребителей. Заключают договор, а в результате стоимость и другие условия меняются без ведома покупателя. С такой проблемой столкнулись посетители фитнес-клубов, а также клиенты точек по ремонту компьютерной техники. Поэтому при выборе продавца специалисты рекомендуют заранее проверить его репутацию, а также обращать внимание на отзывы в интернете. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ «Казань». По всем прогнозам снег. Синоптики обещают татарстанцам резкое похолодание и гололед. Уже в ближайшие часы возможен мокрый снег с дождем. Теплой погоды в Татарстане уже не будет, прогнозирует Гидромет. Уже сегодня ночью температура опустится до -3. Со следующей недели синоптики обещают морозу до 13 ниже 0, но без осадков. Его план на зиму – выжить. Вот уже полгода в мусорном баке в районе Казанского центрального рынка живет Александр Костенко. Мужчина из Ростовской области – бомж. Документы утеряны, денег нет. Что делать в этой ситуации? Что стало причиной такого образа жизни? Разбирался Слават Мухаммадуллин. Вместо замка булыжник, а квартиру заменяет мусорный бак. Это Александр Костенко. Приехал в Казань из Ростовской области полгода назад. С тех пор его дом – улица. О том, что стало причиной этого, без слез не рассказывает. Сильный удар мне был по сердцу. Эта дочь нанесла старше. Так обидно. Она сказала: папа, ты нам не нужен. Так Александр, как он сам говорит, пошел в загул. В Казань приехал с компанией, которая подобрала его на трассе. Историю о том, что происходило по пути, мы оставим. Факт. Мужчина остался без документов, в мусорном баке и без копейки. Тут бомжует 8 месяцев, живет в мусорном баке. Помогают добрые люди. Никуда его не принимает. Ильшат Гафуров с Александром познакомился в Центре бесплатной помощи нуждающимся. Он и попросил нас помочь его новому знакомому. Впереди зима. Мы обратились в Центр социальной адаптации. Помощь оказываем в восстановлении документов. Ну и дальше уже или трудоустройство, или помощь, если, как вы говорите, он с Ростовской области, то возможно и возвращение его на родину. На тот момент, пока он без документов, пока ведется работа по восстановлению документов, он может проживать у нас. Так что Александру сейчас стоит обратиться по адресу улица 1 Муромская, 33А. Об этом мы ему сообщили, хотя для него сейчас главная цель – вернуться к родным. Жена меня, Костенко Ольга Николаевна. А дочек? Дочку зовут Костенко Лилия Александровна. 14 февраля 82-го. И вторая дочь Костенко Светлана Александровна. Если у вас есть информация об их местонахождении, то вы можете обратиться к нам в редакцию через мессенджер по номеру телефона, который сейчас на экране. Мы еще вернемся к этой теме и обязательно расскажем, как Александр временно устроился в Центр адаптации. Слават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Сообщение об Александре мы получили на наш номер WhatsApp 8 987 420 0101. Он круглосуточный. Пишите новости, присылайте фото и прикрепляйте видео. Этот номер сейчас есть и на нашем сайте tnv.ru. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Какие профессии в цене? Самое полезное применение моим навыкам, знаниям будет нефтяная промышленность. О региональном этапе чемпионата WorldSkills узнавала Алия Хайрудинова. Хиты рока с привкусом регги. В Казани выступил Стинг. Почему он приехал не один, узнал Рамиль Шайдуля.
Татарстан вошел в тройку лидеров регионов с наивысшей инвестиционной привлекательностью по данным национального рейтингового агентства. Первое место заняла Москва, второе – Санкт-Петербург, а на третьем – наша республика. Напомним, год назад Татарстан также занял третье место в этом же рейтинге. Сегодня в Казани прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия». Здесь обновили состав политсовета и избрали делегатов на региональную партконференцию. Выступая, Фарид Мухаммедшин поставил перед однопартийцами задачу вывести работу с населением на новый уровень. Глава парламента напомнил, Татарстан сохранил все льготы для граждан предпенсионного возраста. Также он посоветовал усилить работу с молодежью. Вновь вернулся с парада, только на этот раз с парада памяти. Герой Советского Союза Борис Кузнецов принял участие в торжественном шествии, посвященном параду 1941 года. Своими впечатлениями татарстанский ветеран поделился с Юлией Муратовой. Уже немного усталый после 6-часового переезда, но, как всегда, эмоционально открыт. Сразу с автобусом идем с ним в гостиницу. И здесь Борис Кузнецов делится впечатлениями. Парад продолжался почти 1,5 часа. Столько было собрано воинских подразделений, которые участвовали в этом параде. Я удивлен, что на такой площади проходят такие огромные танки, которые весом имеют более 40 тонн. На параде памяти герой Советского Союза уже 4-й год. Ветераны, кадеты, военные в одном строю, чтобы вспомнить, как ноябрьский парад 1941 года стал поворотом для истории. В этом году здесь 10 тысяч зрителей и 6 тысяч участников. Прекрасная молодежь, которая проходила по этой площади, я вам просто могу сказать, слезы льются. И я верю в то, что победа, великая победа России, она обязательно будет. И мы будем всегда победители, потому что мы достойны этой великой цели нашего народа. В этом году парад посвятили оружию Победы. 37 единиц военной техники, легендарный танк Т-34, вертолеты с флагами и фигуры высшего пилотажа в воздухе. Но наше главное оружие Победы – патриотизм и мужество, уверяет ветеран. И хотя в этом году он не шел в строю, но вместе со всеми вновь пережил и вспомнил военные страницы российской истории. Юлия Муратова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Конкурс «Великие имена России» близится к финалу. Завершилось голосование в соцсетях и на портале госуслуг. На сегодняшний день, согласно мнению большинства, в Казани лидирует поэт Габдулла Тукай, герой Советского Союза Михаил Девитаев и авиаконструктор Андрей Туполев. Бегишева же может получить имя Николая Лемаева, Дмитрия Менделеева либо Владимира Бехтерева. Сейчас в ЦИОН опрашивает население. После завершения 12 ноября станет известна тройка финалистов. Оставить в деревне или перенести в город. О судьбе музея Гаяза Исхаки говорили сегодня в Госсовете. Он находится в Чистопольском районе и почти четверть века без капитального ремонта. Хорошей дороги нет, посещаемость музея низкая. Какие предложения по сохранению комплекса были сделаны сегодня? Анна Городнова. Настало время. Представители Минкульта, власти Чистопольского района, писатели, работники музея, ученые, депутаты решают судьбу музея Гаяза Исхаки. Дом, где жил татарский писатель в деревне Кутлушкино 20 лет, без ремонта. Здание ветшает, все больше идет трещинами. В октябре депутаты воочию увидели, в каком состоянии находится комплекс на ремонт. Нужно около 35 миллионов рублей. Резолюция президента была описана в управлении строительства Кабинета министров дать предложение по объекту на 2019 год. Но будет ли востребован музей в деревне после обновления, задались вопросом депутаты, где и дороги нет, и посещаемость низкая. В Чистополе он много жил, он там в тюрьме сидел, он там учился, там все связано с ним, это не так далеко, понимаете, это весь район, если хотите, мемориальная зона Гаяза Исхаки. Представители района с мнением согласны. Со стороны привлекательности народа, и чтобы данная экспозиция этого музея была доступной и максимальное количество туристов, которые посещают этот район, наше же, конечно, предложение перенести его в Чистополь. А вот в самом туристическом Чистополе сегодня предложили создать татарский культурный центр. В этот проект, в принципе, надо большим объектом включить татарский культурный центр, потому что район, он чисто татарский. А в Чистополе ничего татарского нет. Здесь оставить этот мемориальный дом, памятник, дорогу привести в надлежащее положение, не связывая его с музеем Исхаки. Дороги, они везде должны быть нормальные. В ремонте сейчас нуждается и музей Резаидина Фахриддина, ученого-востоковеда из Альметьевского района. В следующем году исполнится 160 лет со дня его рождения. Все предложения по сохранению музеев сегодня направят в Министерство культуры. Анна Городнова, Айдар Кунафин, ТНВ, Казань.
Казань готова к региональному этапу чемпионата WorldSkills. Об этом сегодня заявил журналистам министр образования и науки Татарстана. С 14 ноября по 9 декабря в столице республики участники смогут продемонстрировать свои навыки в 83 компетенциях. Чемпионат соберет более 2000 человек. О том, какие профессии востребованы на рынке труда, расскажет Алия Харудинова. Это один из передовых регионов. Альберту Минееву 21, и он уже золотой медалист чемпионата Европы по профессиональному мастерству Евроскиллс 2018, что прошел в Будапеште. Карьера участника на этом завершена. На региональном этапе чемпионата WorldSkills он выступит в качестве эксперта. Он видел всю кухню чемпионата европейского уровня и сейчас знает, на что нужно делать акцент. В первую очередь это теоретическая подготовка. Я считаю, что у наших участников очень хорошая база. Это отголосок такой хорошей инженерной школы нашей, можно даже советской сказать. Этого у других участников не было. Но в чем мне приходилось их догонять и в чем соперничать, это скорость работы. Тандем предприятий и ресурсных центров – вот залог успеха, так считает Эмиль Губайдуллин. Как директор Центра развития профкомпетенции не пропустил ни одного чемпионата и сейчас точно знает, как победить. Что такое WorldSkills? Это, по сути, в первую очередь стандарты образовательные, когда ребята на лучшем оборудовании, по лучшим стандартам, по лучшим методикам готовятся стать лучшими профессионалами. WorldSkills не просто чемпионат, а целое движение. Его цель – перекроить рынок труда и вернуть рабочим профессиям былой престиж. Чемпионат показывает, насколько сложной сегодня становится и оборудование, и технологии. И в то же время показывает, что такие же ребята, их сверстники, вполне хорошо овладевает этими специальностями. Цель практически достигнута. Этой осенью для поступления в ресурсный центр на одно место претендовало до 6 человек. Региональный этап чемпионата WorldSkills станет своего рода генеральной репетицией перед национальным этапом. Площадки же, где будут проходить сами соревнования, будут открыты для всех казанцев. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ «Казань». Больше экзотики в казанском зооботсаде. Он пополнился новыми обитателями. Пара африканских страусов Маша и Вася прибыли из Йошкар-Олы. О том, как птицы осваиваются на новом месте, расскажет Вероника Гайнудинова. Городской шум, эти многоэтажки, это для них в первый день было таким шоком. Они стояли у окна, не отрываясь. На новом месте страусы неделю, а сегодня первая прогулка, и ведут они себя уже свободно. Страусов в зоопарке не было 10 лет. Эта пара приехала в Казань из Мариэл. Там птицы жили в частном подворье. Хорошая родословная – вот что привлекло руководство зоопарка в африканских страусах. Предполагается в дальнейшем экспонировать на новой территории именно тот вид африканского страуса, который нам был нужен. Маше и Васе по 3 года. Они родились в России, поэтому к холодному климату привыкли и в специальных условиях не нуждаются. Правда, в еде у них свои предпочтения. Страусы любят зелень, салаты и фрукты. Посмотреть новых жителей пришла и Неля Соберзянова с внучкой. Они красивые такие, большие. В представлении было не такое, а сейчас на самом деле совсем другое. Птиц поселили вот в таком домике, где они и проведут зиму. Помещение отапливается, поэтому страусам не страшна даже самая суровая зима. Сейчас в зоопарке уже все готово к зиме. Теплолюбивых обитателей перевели в специальные вольеры. Только белая медведица-малышка с нетерпением ждет зиму, чтобы поваляться в снегу и полакомиться сладким мороженым. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Полные ряды и трижды на бис. В Казани выступил Стинг. Британская легенда рока и мультиинструменталист представил свой новый альбом «44 876», где 44 – это код Великобритании, а 876 – Ямайки. О том, насколько жарко вчера было в Татнефть-арене, Рамиль Шайтуллин. Шумный зал, обволакивающий звук и сотни непрекращающих снимать смартфонов. В Казани легендарный Стинг. Уже в 3-й раз с аншлагом. Снова на сцене плотный бас, свет, узнаваемый вокал и первые старые добрые хиты. Уже на входе видно, что в этот раз на Стинга идут в ямайских шапочках. Однако в этом российском туре артиста это вполне логично. Стинг приехал не один, а с регги-исполнителем Шегги. Поэтому здесь и проверенные временем хиты, и речитатив, и мотивы Ямайки. Уже 30 лет артист не нуждается в представлении, а вот его напарник – фигура сравнительно новая. Шегги Стинг приехал в поддержку их нового альбома «44 876». Кроме Казани, они представят пластинку в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Рамиль
Шайдулин, Игорь Романов, ДНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. Увидимся в 21:30. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Татарстанский пловец Александр Красных успешно стартовал на чемпионате России по плаванию на короткой воде. Хорошо знакомые дорожки Дворца водных видов спорта принесли ему удачу на дистанции 400 метров вольным стилем. В квалификации Красных стал вторым, а в финале сумел улучшить свое время почти на 6 секунд. Причем преимущество перед омским пловцом Мартином Малютиным составило целую секунду. В финал престижной дистанции пробился еще один наш спортсмен Эрнест Максумов. Ему удалось улучшить свое время, однако в условиях жесткой конкуренции татарстанец сумел занять лишь 5-е место. Далее на турнире Егор Куимов и Никита Королев примут старт на 100 метров в баттерфляе. А триумфатор первого дня соревнования Александр Красных на дистанции вдвое больше вольным стилем. Боевым составом в новый сезон женский волейбольный клуб «Динамо Казань» заметно усилился в межсезонье и готов оформить покер из различных трофеев. Игроки сборной уже вернулись в команду и также приступили к тренировкам. Сегодня представители «Динамо» провели предсезонную пресс-конференцию. В этом сезоне в составе казанского клуба можно встретить всех – игроков сборной России, волейболисток-новичков, а также молодежь из местной школы Екатерины Гамовой. При сложном календарном графике выступлений чем длиннее скамейка, тем лучше. Чемпионат России для «Динамо» стартует 11 ноября в Казани. На домашней арене наши девушки примут калининградский «Локомотив». Начало встречи в 18:00. Каждый год, конечно, приходят новые игроки. Но Настя уже сказала, я очень рада, что вот пришли новые игроки. У нас на самом деле хорошая обстановка из года в год. Поэтому дай бог, чтобы дальше так и было. В принципе, коллектив у нас хороший, девчонки все положительные. Но обряды, надо нам, наверное, что-то придумать для них. Уникс обеспечил себе место в топ-16 Кубка Европы. Победа над черногорским Морнером со счетом 90-73 вывела нашу команду в следующий раунд. После 6 туров из 10 в активе казанцев 5 побед при одном поражении. При любом раскладе в оставшихся 4 матчах Уникс не опустится ниже 4-го места, дающего пропуск в топ-16. Наш клуб стал таким образом первой из 24 команд турнира, которая гарантировала себе выход в следующий этап Кубка Европы, куда входят по 4 команды из каждой группы. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В предстоящие сутки холодный атмосферный фронт принесет понижение температур. Подробнее после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. В республике ожидается малооблачная погода, без существенных осадков. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики чувствуется приближение зимы, минус 4-5 градусов. На северо-востоке Татарстана местами возможны осадки в виде снега и не выше минуса 4. На севере Татарстана также пройдет снег, прохладно, минус 3-5 градусов. На северо-западе республики аналогично, небо будет хмуриться весь день, минус 3-4 градусов. На юго-западе Татарстана немного теплее, температура не опустится ниже минуса 2. Возможен снег. В центре республики, как и по всему Татарстану, возможен снег, минус 2-3 градусов. В субботу прохладно, не обойдется без осадков. Спонсор показа – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы простатита по европейским стандартам, без боли операции на аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Когда сустав болит невыносимо и отказывается работать как прежде, остается заменить его на протез. Медицинский центр «Доктор Ост» предлагает иные современные решения – ударно-волновую терапию и плазмолифтинг. Благодаря инновационным технологиям стало возможным помочь пациентам любого возраста с проблемами суставов любой сложности, без операций и протезирования. В центре могут помочь уменьшить боль, укрепить суставы и повысить их эластичность. Не терпите боль, запишитесь в «Доктор Ост».
Медицинский центр «Доктор Ост» поможет с проблемами позвоночника и суставов без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани весь день небо будет хмуриться. Возможен снег. Температура опустится до -3. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Магнитное поле Земли спокойное. Удачного вам дня. До свидания.